С 2015 года политическую партию Амцахара возглавлял ныне руководитель администрации президента Алхас Квициния. Со вступлением в новую должность его обязанности в партии до этого времени исполнял Коба Гугохи. Главный вопрос повестки дня очередного съезда Амцахара – избрание нового председателя партии и его заместителей. Открывая съезд, Алхас Квициния передал приветствие президента Республики Абхазия Аслана Бжания. Алхас Квициния поблагодарил членов партии за многолетнюю поддержку. Политики хасабала сара бра Амцахара авта сид автагис псвет сара чапартия кваха джарака салва салцва хан астом избанзара бри сара сюната актуюната аневсена альбетюната бра убыс сарес бхазот убыс абраганасоқоб сара саха азалаки джараус звама исмуама организация абхинаргыланы шарабхеш наргыланы шсырбха шаргизбит азам шсырбха шот хасаазам итабу бидуд зана абзера акчара амазат харах партия Амцахара. Член политсовета партии и представитель отделения Амцахара Галского района Ахра Квиквискири рассказал о проделанной в районе работе, отметив, что на прошедших выборах в органы местного самоуправления в Гале прошли 8 человек от Амцахара. А это говорит о том, что в районе поддерживают партию. Последний год в связи с пандемией работа нашей партии была ослаблена. Но даже в этих условиях на прошедших выборах в органы местного самоуправления мы добились неплохих результатов. Но на этом нельзя останавливаться. Впереди нас ждут более важные парламентские выборы. К ним надо готовиться основательно. Члены партии также подчеркнули, что Амцахара поддерживала и будет поддерживать нынешнюю власть. За неполный год, несмотря на пандемию и экономический кризис, руководством страны удалось взять ситуацию под контроль, отметил Ахра Квиквискири. Но многие вопросы и планы из-за сложившихся обстоятельств руководством Абхазии еще не реализованы. Улучшаются взаимоотношения между Абхазией и стратегическим партнером Россией. Вместе с тем, мы надеемся, что властям в ближайшее время удастся стабилизировать вопросы с энергообеспечением страны, которые накапливались десятилетиями, что, безусловно, вызывает немало неудобств нашим жителям и гостям. В то же время хочется отметить работу наших энергетиков в любую погоду и времени суток, что они делают все возможное от них зависящее в тех условиях и средствах, которым они располагают на данном этапе. Мы надеемся, что инициатива президента на проведение реформы получит поддержку, и она будет проведена. Также народ выражает надежду, что власть обратит свой взор и на кадровые вопросы. Думается, что год достаточен для того, чтобы оценить профессиональные качества того или иного руководителя. Я убежден, что если человек наносит вред имиджу власти и мешает ее работе, не приносит пользу некомпетенту, то ему не место в высшем руководящей должности, вне зависимости от того, был ли он оставлен на прежней должности или же был назначен уже новой властью. Народ, в том числе члены нашей партии, ждут громких антикоррупционных расследований и разоблачений, о чем говорилось неоднократно в предыдущие годы. Также народ ждет от власти антикризисный план для решения всех жизненно важных вопросов, в которых мы пребываем последние несколько лет не по вине действующей власти, о которой им досталось наследство. Член партии Амцахара Руслан Джугелия подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса госбюджет в 2020 году не получил порядка 1 миллиарда рублей. Между тем, была проделана большая работа по защите населения от COVID-19, и она продолжается. Правительство прилагает большие усилия для исполнения обязательств социального характера перед гражданами нашей республики. Необходимо отметить, что положение дел в бюджетной сфере в первом квартале 2021 года внушает оптимизм. Доходная часть за первый квартал 2021 года составила порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей, что превышает аналогичные показатели за 2020 год на 20%. Также есть рост по таможенным платежам на 20%. В результате усиления работы по администрированию доходов. При этом за послевоенный период в республике накопилось большое количество проблем и кризисных сфер.
После выступлений политсовет Амцахара представил кандидатуру Героя Абхазии руководителя отделения партии в Гудаутском районе Лёсика Цугба на должность председателя партии, а в качестве его заместителей были предложены кандидатуры Кобы Гогохи и Мизана Зухба. В итоге все были избраны единогласно. Также были избраны президиум и политсовет партии. Резолюцию 12-го съезда Амцахара зачитала Марина Гумба. Съезд политической партии Амцахара, посвященный выборам руководящего состава партии, председателя партии и его заместителей, утверждению новых членов президиума и политсовета партии, а также внесению изменений в устав партии, заслушав выступление председателя партии Амцахара Квицини Алхаса Алексеевича, делегатов съезда и приглашенных, принял резолюцию. Избрать председателем партии Амцахара Цугба Лёсиком Суратовича. Избрать заместителями председателя партии Амцахара Гогохи Коба Заликовича и Зухба Мизана Амирановича. Ввести в состав президиума партии Амцахара Адлиба Заура Кибеевича. Назначить Адлиба Заура Кибеевича секретарем президиума партии Амцахара. Ввести в состав президиума партии Амцахара руководителя Гагринского отделения партии Амцахара Кетя Ростислава Георгиевича. Ввести в состав политсовета партии Амцахара Ахиба Геннадия. Ввести в состав политсовета партии Амцахара Джугеля Руслана Закановича. Одобрить предложение политической партии Амцахара о внесении изменений в устав партии. Сухум, 14 апреля 2021 года. Амцахара – одна из старейших политических организаций Абхазии, оказывающих влияние на все политические процессы в республике. Начинала партия свою деятельность как общественная организация Союза ветеранов в 1999 году, потом как ОПД и сегодня политическая партия. Кугут Савардания, Алексей Гухава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.